Русский? Нет, Нет? По-русски знаешь? умею. Умеешь? А тебя что не видно? Да, блядь, лежу на шконке. Телефон под зеркалом стоит. Понятно. Бля, славно такой, где ты, в Сочи? Что? Из Сочи? Нет, не из Сочи. А, из Джахара, а ты откуда? Из Москвы. О, Москва. Я в Москве 18 Москва. лет последние своей жизни прожил. Ну и чё, как? Ну так, неплохо. А, людей наебал и съебался ты. Материться нельзя, забанят. Почему же? Блин. Ну давай по-другому скажем. Ну, людей и уехал, да? Нет. Да ладно, спалился ты, братан. Ты такой проницательный. У вас все в Москве такие? Да я бы вообще экстрасенс. А ты сказал, нет, я имею в виду, вот всех обманывают и избегают в Москве. У вас все? Я ж не знаю, я ж не бежал. Я ж Ну в а как? Москве. А что же на меня сразу так напрасленно возводишь? Ну я ж спрашиваю. Ну, ты практически утверждаешь. Нет. Ну что, как у вас в Москве? Еще медведи не ходят по улице с балалайками на велосипедах, не Нет, ездят? пока не ходят, но скоро пойдут. Ничего. Ну ладно, у вас Путин есть, он их всех в ад, а вы в рай. Возможно. Ну вам повезло на самом деле. Первый президент, который предлагает хоть что-то. Раньше просто вас убивали и ничего не гарантировали, а теперь можно в рай. Убивают, но гарантируют. Да, еще гарантия есть, но убьют так. Да. Повезло, пацаны, повезло. Ты Представь, чем занимаешься, как живешь? Чем дышишь? дышу воздухом, кислородом. Это понятно. Не об этом говоришь. Я адвокат, правозащитник. Ну, такие люди нужны. Ну, оказывается, в Москве не очень. Чё так? Ну, вот я не А где в знаю. Москве работал? В Москве, ну, ты имеешь в виду, где офис у меня был? На чистых Ну, прудах был. у тебя свой офис был или что? Или ты на какой фирм работал? Ну, я адвокат, я работал, сперва сам на себя работал, потом состоял в коллегии, был на чистых прудах у меня офис, потом был на Алексеевской, последний раз был на Алексеевской. А что не пошло? Да все шло, отлично, отлично просто себя чувствую в финансовом плане. Что не скажешь о Германии. А что в Германии как вообще нормально? Снимаешь жилье? Да, Сколько стоит снять? Если свалиться с Москвы, разница большая в деньгах. ну приблизительно как в Москве до того, когда еще доллар поднялся, ну рубль упал. Правильно. Ну где-то в пределах 1000 евро трешку снять можно. Ну можно дешевле, конечно, но так, чтобы нормально. Ну а с языком большой там перелом? Самое сложное это язык, пацаны, я вам скажу. Учите языки. Учите А языки. без языка никуда, да? Да, если без языка сложно. Вот общаюсь в чат рулетки. Не хватает общения. Да здесь одни задроты какие сидят, честно говоря. Да, Нормально. неадекватов Трудно много, найти. конечно. Ну чё, как у вас там? Говорят, все там у вас. Я уехал, и все цвести и пахнуть у вас начало. Что там Ну, не Путин знаю. там ракеты новые придумал. Сейчас у вас экономика на взлете. Ну как бы Нам прибавили взлете, у нас бензин пенсию. уже пошел по 40.
после 8, 50 рублей почти бензин стоит 95. 50 рублей? Да, литр. Ну, зато же, Ну, 40. ну, если раньше сколько стоил, я помню, 20 рублей, по-моему, стоил, 25, когда еще, Ну, ну, я 30 рублей, вот, как раз доллар стоил, грубо говоря, тогда доллар 31 был, стоил 30, а сейчас доллар 65, а бензин по 50. Видите, 80 центов. ну, а зарплаты те же самые остались, их не поднимают. Ах да, у вас ведь не в долларах. Подумаешь. Ну а что делать, пацаны? Когда демократическая нормальная страна, вы в Москве хоть там думающий народ, я знаю. Вы миллион человек на площадь, когда выйдете с палатками, сядете, 2 недели посидите, и нефть ваша будет, и газ ваш будет, и алмазы, и вся таблица Менделеева, все ваше будет, народное, как и положено. М? Не прокатит такая тема. В Украине ж Выйдешь, прокатило. где прокатил? В Украине. И что там прокатило? Ну как прокатило? Вон в Ростов съездите, сидит их не там, у вас там где-то прячется. А ваш в Китай побежит. Зато теперь у них власть народная. Ну, правда, вы на них напали, им сейчас нелегко, но, по крайней мере, у них хотя бы есть надежда на будущее. А что есть у вас, кроме Путина и его вот этой своры? Я смотрю, ты, наверное, из-за таких вот взглядов ты, наверное, и уехал в Германию. С чистых прудов и с Алексеевского. А? Не? Да? Ну, сразу видно. Ну, а что делать? Надо же кому-то ваши права защищать. Вы так все такие, все довольные, пока вы под пресс не попадете. А потом все к нам. Помогите, помогите. К вам Начинаем, это куда? начинаем вам помогать, и мы под пресс попадаем. Не, а к вам это куда? Правозащитникам, адвокатам. Я думал, в Германии. Нет, ну в Германию уже потом, если успеете ноги унести. Если... А ты сам родом откуда? Я сказал, я же Джахара. А, с Джахара. Знаете такой город? Да, да, слышали. Да, да, наверное, были там, наверное. Там, по-моему, вся Россия, да, собиралась всем миром, как говорится, возвращали в родную гавань. Ну и что, давно уже там это, в Германии? 3 года уже. 3 года? Мгм. Ну и что, с языком быстро освоился, нет? Тяжело, пацаны. Что, до сих пор не освоился? Не, До ну конца? я изъясниться могу, но, знаешь, на уровне не обидеть бы там плохо говорящего таджика в Москве. Ну, Так. а как это, как защищаешь? Или ты с русскими работаешь там? Я с русскоговорящими сейчас пока работаю, но я-то сейчас не работаю. Я чисто, ну, волонтерством бесплатно помогаю, волонтерством занимаюсь. А, Ну, ну а там так, это, учу там язык. если это, там, по-моему, если волонтерством занимаешься, там какие-то же эти, дотации какие-то платят, да, там, государство. Нет, я так, мне вот кто позвонит, попросит, я где-то там бумажку напишу. Ну и в Москве до сих пор пишу бумажки, кому надо. Там что Что с бумажкой? Напиши на бумажке. А что вам написать-то? Вы А уже что под можешь пресс писать? попали? А вы кем Что? работаете? Сидите там вдвоем где-то? Охранники? Хуже. Менты, что ли? А? А? Менты? Не, хуже. Хуже ментов никого не бывает. Да, да, да. Ну Ну кто? ладно, сидим. Ты что, не сторожа, что ли? Если бы. А, в морге вы. Троски? А, вы на зоне, что ли? Да нет, лампочка у вас не зоновская на потолке. Так мы у нас вип-камера. А ну, покажи камеру. Ладно, Блин, заливать мне. не могу. Ага, вип камера у вас.
хорошие камеры, я знаю, и бутылки есть. Лефортово, правда. Ну, и Лефортово, наверное, есть, но Бывал тут, да? я везде, да, во всех побывал там, да, по много раз. Понятно, понятно. Ну, вы А что сидите, бумажка? да? Сделаем бумажку. Ну, серьезно, покажите, пацаны. Если лица не хотите, не показывайте. Телефон еще под века стоит. Сейчас, если пошевелим, он отходит. Телефон Сейчас у нас, он- блядь. Что он 30 минут, пока настроишь, чтобы зарядка заряжалась. Его лучше не трогать. Что? Тут же никак А магазин за что пришел, взял. сидите? Че? За что сидите? Да, выглядело. Автосалон слышал? Автосалон? Да. Ну, слышал. Ломбард, комиссия. Ага. Ну, понял, наверное, о чем говорите. Мошенники, что ли? 159-й. Ну и чего, когда суд? Не знаю. Пока не знаю. Давно сидите? Уже 8 месяцев. Что, когда продление было последний раз? Ну, вы Чего-чего? группой, да, получается? А? Группой? А что, вы вместе, что ли? В одной хате? В одной. А как так? Вас же Забашляли. разделили. Забашляли, так. М, Есть люди хорошие, которые забашляли. мгм. Вот мы вместе. Ошибки? Да, верно. Наш был, ну, не наша, но там работали. Да там такие аферы прокручивались. Ну, Мошенники, так что значит. да. Если нужна будет машина, обращайся. Лет через 10. Да-да-да, помните, как Крамаров, говорит, я если что помогу, говорит. Лет через 10. Лет через 10 не вопрос. Обращайся. Ты задаток сейчас пришли мне, забронируй машинку. Да, пацаны, нормально. Ну, сейчас бабки вам нужны, конечно, понимаю. Да, что, поможешь? Лет через 10 помогу. Ну смотри, Да поймай ладно, нас, мы да. тут, слышь, мы тут с одним сейчас тоже хохлом общались, короче. Он в Польше там что-то строить, там что-то Бизнес строить, своим. не достроить никак, короче. Вот. Уже работу нам предлагал по 5 евро. Вот. Говорю, лет через 10 приедем. Он говорит, да не вопрос, приезжайте там туда-сюда. Нужно расхватить что-то. Да. Ну, Уже нормально. это, сказал, посылку пришлет нам. Сигарет там, это, чаю. Ну, видите, нормально вы уже тут завербовали себе. Ну, видишь, с Польши мы уже, короче, это, давай что-нибудь с Германии пришли. Давайте я Мерседес пригоню. Не, давай бэху. Давай деньгами, да? Не играем, вообще бы хорошо. Ручка есть под рукой, я тебе карточку рисую. Ну, нету. Запомнишь? Запомнил. Бля, весело лишь в Германии. Что, лет через 10 поедем. А Да, чего ты там так пока- настроился? Может, еще там сам забашляет, еще добрые люди, судье. Ну, может быть. Все решить. Бумажку напишешь, что мы забашляем. Ну, бумажки особо не помогают, но бумажка, она, конечно, нужна, когда забашляют. Как говорится, доброе слово и кольт делает лучше, да? Как там? Вот в Германии откроем там салон. Да, ну вы расскажите, как, что мне, чтобы я знал. Прошли. Слушай, а давай в натуре, может, в Германии там автосалон откроем. Ты у нас юристом будешь. Тут полно автосалонов, тут как раз Да, Германия. Да, не мы поверь. Мы до ТЦ. Ну, давайте. Бабки По высылайте, такому же запишите, я вам сейчас карточку скажу. Начнем Чё? завтра же. Еще раз не услышал. Чё-чё? Я говорю, сейчас запишите номер моей карты, я вам сейчас продиктую, бабки высылайте. Пока вы будете сидеть, я открою. Как раз выйти, бизнес уже раскрученный будет, все нормально. А если ты сквозанешь деньгами? Не, я же честный. Я же не вы.
Так мы тоже честные. Ну вы же сидите. Честные не сидят. Как-то за правду сидят всегда. За правду Россию убивают, а не сажают. Мы идейные. Нет, пацаны. Давайте, короче, бабки высылайте, я тут замучу. Как раз выйдете, все будет у вас. Слышь, а как нам это? Может, ты знаешь там какой-нибудь канал? У нас там есть бабки, короче. Вот, припрятано. А как нам их перекинуть, например, там в это? Чтобы их здесь не нашли. Пока не нашли. Ну, есть такой канал. Биткоины Есть называется. А? Биткоины называется. Биткоин. Да не, биткоин это херня. Почему же? Я в России слышал за биткоины, пипец. Там что-то, блядь, я недавно читал, короче, там приравняли чуть ли не пипец там. Да не, ничего подобного. Это все очень легко делается. А в Германии там биткоин там нормально все делают? Ну, в Германии, именно в Германии тоже очень сильно контроль за этим. Ну, здесь в любых других странах есть соседние страны, куда там переводят. Ну, ваши так и выводят, ваши вот эти техопуги, чиновники, воры, бандюги. О, телевизор у вас там есть, да? Да, ну, я тебе говорю, забашляли как нормально у нас. Да покажите нормальную хату, не видел никогда нормальную Да хату. Да видишь, вот тут ходит провод, тут, блядь. А бля, что, на вот телефон не могли забрать? разряжается. Да не поправляем, что, блядь, 7 там, 100%. На телефон Ну, не конечно, могли? телек не такой, как у тебя. Давай меняться. Давай. Ты вышла нам первый, я минут тебе потом скину. Как я увижу, что вы прислали? Давайте вы мне прям в прямом эфире высылайте. Мы тебе квитанцию с Почты России покажем. Ладно, пацаны, ищите тогда всех спонсора. Слышь, подожди. Слышь, а это, как его? А сколько примерно бабла надо, чтобы вот такой там, этот, АТЦ замутить? Ну, хотя бы не столько этажей, ну, блядь, Ну, просто половину. снять парковку снять. И там крыша нужна, не нужна. Ну, как смотря как, есть открытые, например, просто, ну как и в Москве Ну, было. я Нет, ты А вот как нет, Москва, я имею в виду, там крыша вообще нужна, ты, ну, не в том смысле бандос. крыша. нет, я бандосы понял, там. нет, это да, это даже не обсуждается, здесь нет крыш. Если только наркотой не занимаетесь. Если открывать, ну, не обязательно закрытое должно быть. Можно на открытой площадке. Ну, все зависит, где вы. В Берлине хотите, в Гамбурге. В Гамбурге, Берлине дорого все. А где лучше? Все. Ну, лучше, больше всего, наверное, и Гамбург, как он портовый, отсюда очень хорошо уходят. Потому что, ну, на весь мир отсюда машины идут. Ну, или же в Берлине. Смотри, ну вот там, как вот какая статья будет, если вот мы, допустим, занимаемся приколом, да, вот если мы 79-м, чуть-чуть мы перегибаем палочку, что нам будет по германским законам? Ну, в каком смысле? Налоги не платите? Или что вы Такие делаете? налоги, ну Да если... нет, ну, короче, мошенничество, например. Ну, понятно. А, ну, в каком смысле, что вы делаете? Там скручиваете? На кого скручиваем? На деньги людей погибаем. На бабки разводим людей, и все, идем. Ну, что? Ну, понятно. Как вы разводите? Вот я что не могу понять. Как? Ну, бабки дает и не даете машину ему? Комиссионные большие, так скажем. Блин, ну можете прямо сказать, что вы меня тут пытаете? Мошенничество, здесь экономические преступления, здесь наказание не очень серьезное. И если вы скручиваете, это тоже здесь считается. В России все скручивают, да? Что вы В имеете? России, мне кажется, крутить, если спрашивать, какие пробег ты умеешь, Да, это вообще... Это вообще... Не, за это ничего не Ну, это кажется, если так херня. все Да. посидели в Москве. Да, все скручивают, особенно у вас. Ну, а как вы берете бабки дает, например, человек, да, за машину? Ну, тачку, смотри, ну, пример тебе объясню. Тачку поставишь за твою на комиссию под реализацию. Составляем договор с тобой. Угу. Договор замудренный. Это
тачку продаю и тебе бабки динамим. Пока ты бабки еще пару машин не куплю и продам. А, Потом я тебе еще скачаю на бабки на эти же. Просто я тебе говорю, что твоя машина, пока стоит у нас, она не продалась. А если я проверю, приду? Да как ты А проверишь? как ты проверишь? Там машин будет куча стоять, как ты проверишь? Нет, ну я приду и посмотрю, где моя машина. В банке под залогом. Ну, блин, на мойке, я не знаю, там, колесо меняют, там, блядь, ступицу меняют, там, я не знаю. Просто бабки Придумай. крутите вы, получается, да? А? Бабки крутите, взяли Ну, Да, да. Так вот заказ у тебя будет в Германии, что будет за это, если что, друг. И вот за это вы сидите. Ну да, Да. только в больших разъемах. Ну, у нас там сумма очень большая. Ну а как это доказать-то? Вы же, наверное, потом возвращаете хозяевам деньги или вы кидаете их все? Ну, не 50 на все, 50. не все деньги возвращают. А почему? Как вы объясняете тогда? У вас тут Там договор? договор. Ну, там хитрый, договор качаем. хитро, да, составлен. И вот, Что например, машина там... за Ну, три- вот, например, я тебе говорю, вот мы с тобой составили договор, короче, да, я тебе говорю, что машина там через неделю продастся, короче, вот. Если она там больше будет стоять, да, например, там 2, за каждый день, блядь, человек платит, стоянка-то моя, на моей это и стоит площадка машин. Ну, Потом а вы ты потом сам знаешь, что считаете. договора там, блядь, составлены-то как? Самым мелким шрифтом, и человек, нахуй, ничего не пишет, не подписывает, ну, вернее, подписывает, но не читает. Ну договор-то есть, и как доказать, что это мошенничество? Ну, Нас на слишком... камеру сняли. Контрольная закупка была. Там и на камеру, да там, бля, в разработке давно были потом. Ну да, там, да. И там у вас все занимались таким, или не только вы? Ну, Взяли нас, наш фирма. Да, интересно. Так что жди в Германии, будешь с нами работать. так что ты там учи пока там, короче, германское мошенничество. Какая у них там статья? Все, короче, подводные камни изучали. Скоро приедем, откроем, будешь защищать нас. Адрес кинь свой. Но меня в Гамбурге все знают. А? В Гамбурге меня все знают. Мы как приедем, скажем, тебя его все знают, где он. Ну, скажите, там, придете, любого чеченца Аслана спросите, они вам адвокаты, они вам скажут. Понятно. Ну, в общем, ты слился, я понял тебя. Слился ты, говоришь? Почему слился? Я тебе серьезно говорю. Все чеченцы меня знают тут. Ну, а где их искать-то будем, Да, чеченцы? любой вот центр А, мне выйдешь, тоже чеченцы в Москве знают. Сказал, да. в центр придешь или к мечети придешь, там везде постоянно тусуются. Мы как в Москве тут выделяемся. Подойдете, спросите, все вам расскажут. Ну, через 10 лет, может, меня много уже там не будет. чеченцев вообще, не? А? Много чеченцев вообще? Да, здесь очень много. В Германии, ну вообще в Европе нас треть от всех, что есть. 300 тысяч тут. Нормально. Да, то в Германии 50 тысяч, по-моему. Ну, под нашим, под чеченцев тут еще разные приезжают. Да? Сдаются как будто они чеченцы. Но так, их если засчитывать, ну, где-то в пределах 50 тысяч нас. Круто вы там обосновались. Ну вот, спасибо Путину. О, прикинь, чеченцы нас будут крышевать. Не зря точку чечен гоняли. А у вас там чеченцы есть сейчас? Ну чего? За что там чеченцы сидят сейчас? Ой, заразно. Разбои, грабежи, да? Ну почему? Не все же. Терроризм, мошенники. Молодцы. Нет, терроризм сейчас уже это не это дело. Ну сейчас, да, они сейчас таджикам, Не узбекам. в эту нацию сейчас. Да, Сейчас сейчас по уже другим нациям. таджиков, узбеков сейчас в этом Сейчас обвиняют. узбеков, таджиков, да, короче. Да. Потому что сейчас уже как бы чеченцы сейчас воюют за Россию, там все такое, и теперь уже переключились. А этим, они же эти людоеды, постоянно кого-то надо
перемалывать. Если они не будут кого перемалывать, они начнут, у них депрессия начнется. И могут там еще что-то неправильно творить. Да. Ну ладненько, что, давай. Все, Удачи пацаны, тебе. давайте, желаю Да. вам. Лет через 10 жди, короче. Ты пока законы изучай там. А может пораньше еще. А мы, может, пораньше приедем. Договорились, парни. Давайте, Ну, удачи. давай, удачи тебе. Давай, пока. Давай. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Что не немец. Ты в Германии находишься? Мгм. Да? Че не спишь? Доброе утро. Общаюсь. А вы Ты что? работаешь там, да? Ну, учусь пока. Кто по нации? Ты чеченец? Ага. А тебе не поздно учиться? Сколько лет? Учиться никогда не поздно. Помнишь, как Ленин сказал? Учиться, учиться и учиться. Не, учиться надо, конечно, бля. Но Ленин для меня не такой авторитет, чтобы Ну, слава тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже говорил, учиться, учиться. И ты знаешь, что одно из творений... Я знаю, знаешь что? Я знаю, что это фарс. Получать знания – это обязанность. Вот так кратко можно сказать это. Знаешь, что одно из творений было перо. Писать. Я учу язык. Немецкий? Да. Ну, что, как ты там, вникаешь, нет? Потихонечку. Получается. Да, Ну, немножко. ты мой сосед, по идее, здесь вот. Мы с вами бок о бок уже много веков живем. Я аварец. Да. Понятно. Все аварцы. Нет, я аварец. Мы работаем вместе. Да, в Москве Русский работаете? А? В Москве работаете? Нет, в Волгограде. Ну что, что-то строите? Крышу Да делаете? не, мы тут в заведении работаем. Это так вот. У родственника, короче. Гостиница здесь такая большая, мы здесь работаем. Понятно. Ну как, Че, Волгоград? вот вопрос можно тебе такой задать? Конечно. Да. Насчет Кадырова хотел спросить. Вот многие чеченцы его поддерживают. У меня есть хорошие знакомые, которые его не любят тоже. Они пацаны постарше чуть-чуть. А я заметил, вот молодые, они любят Кадырова. Это как-то объясняется? Да. Пропаганда, много лет пропаганда идет. Днем и ночью Кадырова показывают. На российских каналах, на местном канале. И Но я знаю, что в Европе очень много, да, вот очень много войнахов, так скажем, его не любят. Причем сильно не любят его. Даже митинги какие-то были. Ты, наверное, в этом все в курсе в этом. Да, конечно. Я один из организаторов этого митинга. Да? Да, есть такое у нас, есть, честно сказать. А ты любишь Васильева? Кого? Уважаешь Васильева? Россию? Васильева. А, Васильева? Да, честно сказать, я его, знаешь, вот эти плюсы, то, что он всех коррупционеров оттуда вытащил, Почему вот все? за это, а? Не все. Может, ну, основную часть. Ну что, у Вот вас уже такую. коррупции нету уже, что ли? Нет, он львиную долю уволил, на их местах новые. Но уже даже эти новые попадались, понимаешь, жадность какая. Но он что-то пытается, короче, пока сделать. Не знаю, что дальше будет. Ну, вроде бы он прислушивается к народу. А да, конечно, хотелось бы лидера своей нации. Честно сказать, признаться хотелось бы. Да. Ну, видишь, сейчас, блядь, каждый сам за себя. Сейчас не те времена. Почему? Сейчас каждый себе пытается что-то урвать. Друг друга. Уже поменялись люди, я считаю, в целом, с тех времен, с тех горцев. Люди поменялись. Ты не считаешь так? Ну, я считаю, что нас оккупировали и нам Я считаю. диктуют. Ну, я за всех не говорю это. Ну, таких, ты знаешь, наверное, львиная доля такая. Ну, если ты выбрал бы Васильева или там
Абдулатипова или еще кого-нибудь, ты лично на честных выборах, ты выбрал бы его, то ты мог бы с него спросить, ты мог бы через 4 года сказать, давай, до свидания, а ты не можешь так сказать. Честно сказать, я же от политики немножко далек. Я смотрю вот так в основном на крупные дела, да, что они, вот в моем сознании, что они поменяли. Прям не знаю, Абдулатипов он вообще никакой, я считаю, был. Глупые вещи говорил там. Старость уже, да, он там. Абдулатипов, он по Если выбор между Абдулатиповым и Васильевым, это очень тяжело, как бы же, я не знаю. Не, ну в том-то и дело, всех тебе, кого бы ни говорили, присылают. А мы их и не выбирали. Мы же их не выбирали. Вот и в этом и просто... суть. Здесь не надо быть большим политиком или там каким-то специалистом. Ты не хозяин просто на своей земле. Ты, они, я, мы не хозяева. И поэтому Путин приходит... хозяин, да. Давай прямо говорить, кто хозяин. Путин же хозяин. Оттуда ветер дует. КГБ Также... хозяин. КГБ. Путин это коллективный Путин. КГБ хозяин. А, ну, я знаю. Ну, Кадыров, да. Кадыров никто. Кадыров тоже. Кадыров под Путиным ходит. Кадыров ноль Кадыров. Обычный палач, которого сегодня ему направляют деньги, власть, финансы. Завтра это обрежут, направят на другого. Все, Кадырова не станет. Будет там другой человек. Всем управляет КГБ. НКВД, КГБ, теперь это называется ФСБ. Эти организации убивают, грабят, убивают, потом меняют вывеску. Как фирма, обанкротившаяся фирма, они меняют вывеску. НКВД, потом КГБ, потом ФСК, сейчас это ФСБ. Короче, да. Не то время сейчас. Я не знаю, как сказать. Мы уже не та свобода у нас, я так сказал. Свободы Здесь, нет. Даже это со мной обсуждать ты боишься. Согласись, небезопасно это обсуждать даже. Наверное, ну, бля, в страхе жить тоже, это тоже что. Нет, ну, может, ты не осознаешь, там, как страх такого нет, наверное. Но в Чечне есть страх, которого у вас нет. Мы пережили геноцид. Нас убили 30%. Под молчаливое согласие всего мира. И в России показывали, как все хорошо. И до сих пор убивают. И вас убивают, и нас, и кабардинцев, и черкесов, и ингушей, всех. Сперва находят такая борода, потом находят там такие взгляды, потом у тебя нос такой. Да, это есть, это все и сейчас есть, сейчас тоже это есть. Я знаю, я поэтому уехал, я правозащитником работал, адвокатом работал в Москве, я это все знаю. Это есть. Понял. Че мы? Наверное, мы эфир закончим на сегодня. Да. Было приятно с тобой пообщаться. Лучше такие вещи не обсуждать. Хорошо. Давай. Давайте, пацаны. Давай. Ассаламу алейкум.